Расскажи, пожалуйста, какими инструментами в основном пользуются стоматологи? Вот для идеальной улыбки что требуется? Зеркало, зонд, штофер, гладилка, материалы Хорошо. и профессионализм. Наталья Хан уже 8 лет украшает белоснежными улыбками своих пациентов. Долгое время девушка жила и работала в Якутске. Теперь она покоряет северную столицу. С выбором своей будущей профессии Наталья определилась еще в школе. Когда я была в 9 классе, школа номер 23 города Якутска, я решила стать стоматологом. Пошла именно химико-биологический класс, закончила и поступила тогда еще в ЕГУ. Переехала позапрошлом году. Я считаю, Санкт-Петербург – это культурная столица. Решила попробовать себя в большом городе. Девушка не просто зубной врач общего профиля, но также и детский стоматолог. Работать с маленькими пациентами куда сложнее, чем с взрослыми, признается Наталья. Кто рот не откроет, а кто просто испугается инструментов. Каждому ребенку нужен особый подход. В игровой форме проводим беседу, можем показывать какие-нибудь мультики и мотивация в плане игрушек, в плане призов, каких-нибудь подарочков. Детскую я выбрала, потому что люблю детей и нужно прививать стоматологию именно с раннего возраста, с первых зубчиков. Свободное от работы время девушка посвящает себе любимой. Наталья ходит на танцы и открывает для себя новые страны. Недавно я была в Париже, съездила туром по Европе, была в Норвегии, в Брюсселе, Нидерландах. Люблю путешествовать. В России стоматология зародилась еще при Петре Первом. Страшно представить, но до этого зубы не лечили, а просто удаляли. В наши дни открытая и красивая улыбка – это не просто визитная карточка человека, но и залог здоровья. Помните, кто чистит зубы по утрам, тот поступает мудро. Айсена Пурнашова, Санкт-Петербург. Специально для нового дня.